Шум строительных работ в унисон со звуками природы. Такое встретишь только в горной части Ингушетии. Дом культуры в Ляжги уже принял свой окончательный вид и понемногу готовится к открытию. Осталось все побелить, почистить и привести в порядок двор. Фронт работ небольшой, но и сроки уже поджимают. Строители обещают их соблюсти. Заканчиваем уже. Уборки делаем, покраска повторная, у нас идет благоустройство. Забор устанавливаем. К окончанию идем, одним словом. Сделано. Благоустройство сделано 90%. Внутренние работы все закончены. Забор закончен. Ну, практически все сделано. А по оборудованию как? По оборудованию должны завести, заказали уже. В здании ДК площадью более 2000 квадратных метров будут расположены кабинеты для мастерских, живописи, прикладного искусства, библиотека, ну и, конечно же, свой актовый зал на 200 мест. За ходом и качеством проведенных работ наблюдают представители Минсельхоза региона. Возводят здание в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». У нас, значит, есть кое-какие замечания, мы их будем, естественно, озвучивать подрядчику, строительной компании, которая здесь работает. Темпы работ немного отстают. Хотелось бы, чтобы более нарастили темпы работ по этому объекту, чтобы вовремя сдать и еще успеть проверить перед сдачей какие-то определенные моменты, недостатки, которые можно будет устранить, чтобы был срок на эти моменты. Так, в принципе, объект находится в очень красивом месте, учитывая, что это село крайне нуждалось в таком объекте, потому что здесь не было не только объекта культурного такого, где можно проводить мероприятия, но и, в принципе, в селе практически отсутствует социальный объект. Мы смотрели здание администрации, которое здесь в селе. В этом здании расположены фельдшерско-акушерский пункт, и школа, и непосредственно администрация. То есть люди находятся в очень тяжелых условиях. Завершением строительства данного объекта, я думаю, вопросы для села будут в большей части решены, в части проведения сходов, социальных каких-то мероприятий. И учитывая, что в данном объекте есть еще очень много кружков, которые планируется в дальнейшем открыть, думаю, для села это большой подарок. Возводить соцобъект здесь начали летом 2020 года. Немало внимания уделено и благоустройству прилегающей территории. Перед ДК будет небольшая зеленая зона со скамейками, где можно укрыться от солнца, а въезд на территорию будет заасфальтирован. Если изменения в культурной жизни сельчане только ожидают, спортивная среда уже изменилась. Эту площадку построили в начале года. Здесь можно не только наслаждаться красивым видом и чистым воздухом, но и заняться своим здоровьем. Это двухочковый. Для физического развития детей предусмотрели стадион с искусственным покрытием, где можно сыграть в футбол, баскетбол или просто побегать. Также рядом построили воркаут-площадку. Все эти изменения успела опробовать местная детвора. В горном селении Ляжги проживает более 500 человек. Здесь около 60 домов, и до недавнего времени практически не было нормальной инфраструктуры. В рамках той же программы «Комплексное развитие сельских территорий» понемногу эти проблемы решаются. Так, помимо ДК и спортплощадки, в селе провели новое освещение и водопровод. На очереди строительство школы. Эти изменения не могут не радовать сельчан. خلير وجوا منقش دار حمد دار يمشين حكيات هذا مشين حكيوا نقب تان أحتي خيدلات تون سدي وين بيرج لوز إزدي جوا بيرج سرع سلق وحتى الشاشت ديش حمدواش اللي يرتقي ليش الجسك تانز أو يرلحتش في زي دوم كولتور ناها بلخش حماش خد مدي تانز شكول حميجي يوخ В рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» сделано много. Так строятся школы, детские сады, дома культуры, ФАПы, спортивные площадки по всей республике. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев. Новости 24.